Переходим к рассмотрению ходатайств. Слово для доклада предоставляется судье Дюшею Каровеку Арсанбековичу. Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемые участники заседания, Конституционный суд Кыргызской Республики 25 мая 2024 года поступило обращение Мацакова Самата Аскаровича о проверке соответствия части 3 статьи 44 Закона Кыргызской Республики о местной государственной администрации и органах местного самоуправления, частям 1 и 2 статьи 15, частям 1 и 2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. Из ходатайства и приложенных к нему материалов следует, что в соответствии с пунктом 2 постановления мэрии города Бишкек о парке имени Мустафы Кемаля Ататюрка от 12 апреля 2024 года были отменены все ранее принятые решения, постановления исполнительных органов местного самоуправления города Бишкек. Это мэрии города Бишкек и муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Октябрьскому административному району, связанные с выделением земельных участков в собственность или в пользование физическим и юридическим лицам, расположенных в границах парка, утвержденных постановлением Бишкекской городской государственной администрации номер 225 от 25 июня 1992 года. По мнению заявителя, оспариваемая норма, позволяющая органам местного самоуправления без четких критериев и условий отменять ранее принятые ими акты, противоречит частям 1 и 2 статьи 15, частям 1 и 2 статьи 61 Конституции. Мацаков утверждает, что оспариваемая норма может использоваться для лишения граждан их имущества без судебного решения, что в свою очередь приводит к нарушению конституционного принципа неприкосновенности собственности и создает риск произвольного лишения имущества. Субъект обращения полагает, что часть 3 статьи 44 Закона о местной государственной администрации и органах местного самоуправления позволяет органам местного самоуправления преимущественно защищать интересы муниципальной собственности, игнорируя права и интересы частных собственников, что нарушает права граждан на признание и защиту их частной собственности наравне с государственной и муниципальной собственностью. Заявитель также считает, что оспариваемая норма не только лишает собственности без судебного решения, но и нарушает гарантированное Конституцией право на обращение в суд за защитой своих прав и интересов. С учетом изложенного, Мацаков просит признать оспариваемую норму, противоречащей Конституции. Определением коллегии судей от 21 июня 2024 года ходатайство Мацакова было принято к производству. Конституционный суд Кыргызской Республики 21 июня 2024 года поступило обращение Осмонова Курманбека Эргешевича о проверке соответствия части 3 статьи 44 Закона о местной государственной администрации и органах местного самоуправления, частям 1 и 2 статьи 15, части 2 статьи 45 Конституции Кыргызской Республики. 12 сентября 2005 года Бишкекским городским управлением по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество Осмонову был выдан государственный акт номер 054034 о праве частной собственности на указанный земельный участок. Однако постановление мэрии города Бишкека о парке имени Мустафы Кемаля Ататюрка от 12 апреля 2024 года номер 60 были отменены все постановления мэрии города Бишкек и Октябрьской районной администрации города Бишкек, касающиеся выделения земельных участков в собственность физическим и юридическим лицам, в том числе и Осмонову. Субъект обращения утверждает, что основанием для издания постановления мэрии города Бишкек от 12 апреля 2024 года номер 60 послужила часть 3 статьи 44 Закона о местной государственной администрации и органов местного самоуправления, в соответствии с которой изданные акты мэрии могут быть изменены, дополнены, отменены или признаны утратившими силу. По мнению Осмонова, оспариваемая норма, позволяющая мэрии отменять ранее принятые ею акты, в том числе связанные с предоставлением в собственность земельных участков, вступает в противоречие с частями 1
и 3 статьи 15 Конституции, в соответствии с которыми в Кыргызской Республике в равной степени признаются и защищаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Собственность неприкосновенна, никто не может быть произвольно лишен своего имущества, право наследования гарантируется. Изъятие имущества помимо воли собственника допускается только по решению суда в установленном законом порядке. Изъятие имущества для общественных и государственных нужд, определенных законом, осуществляется по решению суда путем предоставления справедливого и предварительного обеспечения возмещения стоимости этого имущества и убытков, причиненных в результате отчуждения имущества. В то же время, как утверждает заявитель, оспариваемая норма предоставляет возможность произвольного лишения собственности без решения суда, что в свою очередь приводит к ограничению гарантии запрета на произвольное лишение жилища, предусмотренного частью 2 статьи 45 Конституции. С учетом изложенного, Осмонов просит признать оспариваемую норму противоречащей Конституции. Определением коллегии судей Конституционного суда от 24 июня 2024 года ходатайство Осмонова было принято к производству. В связи с однородностью требований в указанных выше обращениях, в соответствии с требованием пункта 1 части 1 статьи 32 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, определением судьи-докладчика от 1 июня 2024 года дело по ним соединено в одно конституционное судопроизводство. Рассмотрение вышеуказанного дела было назначено на 11 декабря 2024 года, однако ввиду недостаточной подготовленности, а также ввиду обстоятельств, препятствующих нормальному ходу судебного заседания и всестороннему рассмотрению дела, которые не могут быть устранены в ходе судебного заседания, определением Конституционного суда от 9 декабря 2024 года заседание по делу было отложено на неопределенный срок. Определением Конституционного суда от 9 января 2025 года обозначенное дело было назначено к рассмотрению на 22 января 2025 года. Однако 21 января 2025 года обращающейся стороной Мацаковым было внесено заявление об отложении судебного заседания на более поздний срок в связи с необходимостью оформления доверенности на участие его представителя. Рассмотрение дела было отложено на 29 января 2025 года. На сегодняшний день в целях обеспечения правильного разрешения дела со стороны судьи-докладчика проведены все необходимые действия, связанные с проверкой обращения и подготовкой дела к рассмотрению, по результатам которых дело готово к рассмотрению Конституционным судом.